Ну а вот тем временем лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев считает, что уголовное дело российской ФСБ, возбужденное против него в аннексированном Крыму, использует для дальнейшего вытеснения крымских татар с полуострова. Об этом он сказал в комментарии «Крым Реалии». Давайте его послушаем. Йдеться про навмисні репресії щодо кількох тисяч людей. Крім того, є зафіксований випадок, де співробітники органів тим чи іншим нашим активістам кажуть, що там проти вас відкрито справу, найкраще вам виїхати і залишити Крим. Ця справа одночасно використовується для подальшого витіснення кримських татар із Криму. А с нами сейчас на прямой связи из временно оккупированного Крыма Эдем Дудаков, хуруматский активист. Эдем ага, селям алейкум. Эдем ага, вот только что вы услышали цитату лидера крымско-татарского народа Мустафа Джемилева. Вот вы находитесь непосредственно в Крыму. Видите ли вы попытки Российской Федерации вытеснить вот через призму, в том числе уголовного дела в отношении Мустафа Ага, из Крыма вытеснить крымских татар и не только? Ну, я скажу так, не дождутся. Ну, вообще такая, наверное, идея присутствует, она не свежая. Если они открывают это уголовное дело, то там, когда встречали Мустафу Джемилева, порядка 10 тысяч человек было. И против каждого можно сегодня завести уголовные дела. 3 мая. Да. Поэтому есть такая у вас вероятность. Удивляться не стоит этому, потому что стоит удивляться, если бы никаких уголовных дел не было. Вот тогда было бы странно для российской действительности. А насколько вот сейчас, если говорить о тенденции вытеснения крымских татар из оккупированного Крыма, понятно, это такая некая гибридная депортация нашего народа, очередная. Но вот есть ли у вас информация, сколько все-таки людей из Крыма были вынуждены выехать, которых преследовали, да, вот какое это количество людей? И в Крыму ощущается это? Ну, мы можем только ощущать тех людей, которых знаем. Ну, например, у вас находится Сидамед в вашей редакции. И таких людей много, которые выехали под разными уголовными делами или под разными преследованиями. Мы вот знаем, когда человека похищали, а потом его находили на следующий день, запугивание шло. И таких моментов, наверное, очень много. Мы же говорим только о тех, которые имеют резонанс, а сколько таких дел, которые не имеют резонанс, где человек испугался, действительно собрал семью и уехал. Я думаю, что таких тоже очень много. Но в целом, конечно, Россия стремится зачистить Крым от, так сказать, от своих противников, будем так говорить, по убеждениям, поменять население, как кто-то, чтобы выехал отсюда. Не обязательно, чтобы в Украину, а можно и куда-нибудь в глубинку, в Россию или в Москву, и заниматься чем угодно, только не политикой. Сюда завести другое, более лояльное население. Ну, скажу так, сюда больше заезжает шантропа всякая. Мне сложно сказать. Но, в принципе, если исходить из того, что русский мир — это есть, в общем-то, антимир, поэтому сюда и заходит всякая шантропа. Да, а вот вы ощущаете вот эту смену демографического населения? Ну, конечно. Вот происходят некоторые драки, здесь того, чего не было, такие, скажем так, этнические группы заходят. Это я не хочу ни на кого тень бросить, но в принципе заходит, я же говорю, именно шантропа, именно аферисты. Очень много заходит людей, которые здесь занимаются обманом стариков, вот такая уголовная среда. Поэтому Крым, в принципе, пока, вот он только что начинает, может быть, к этой уголовной среде адаптироваться. А первое время ведь это шло, кидало, как говорится,